Все, доброе утро. Точнее, уже полдень. Проснулся, что-то никуда не хочу. В теле такая тяжесть, видимо, вот этих всех последствий горочек сказываются. Прям в ногах тяжело, никуда ехать не хочу. Да и место тут такое шикарное. Птички поют, лес, речка рядом. Вот, наверное, поваляюсь. Что, куда мне спешить, в принципе. Вот сейчас, когда целый день отдыхаешь, вот уже находятся силы для рыбалки. Попробую все-таки что-нибудь поймать, так как Google говорит, арктический голец здесь должен быть. Вообще на Аляске нужна лицензия для пришлых. Там, по-моему, $100 год. Есть там на день, на неделю, на месяц. Ну, короче, недешево. Вот. А здесь еще правило catch and release, то есть поймал, отпусти. Ну, я это не знаю. Если поймаю, конечно. Я не вижу рыбу. Вот вода прозрачная, я ничего не вижу. Там есть вот пруд дальше, там посмотрим. Вон маяки плавают, маленькие здесь видно. Я, кстати, вижу рыбку, я не знаю, вы видите, вон плавает. Это голец, что ли, такой, как щука. Прикольный, только он какой-то вялый. Спит, что ли? Вон они. Вот 2 штуки. Прям маскируются. Во. Вот они 2 плавают. Прям рядом с берегом. Не боятся ничего. А, вот еще 3. Фига их не видел. Вон еще. Но они отдыхают сейчас, походу. Банку дернула, но не зацепилась. Короче, работает это. Отдыхают, видимо, надо утром или вечером. О, здесь смородина, походу, растет. И малина. Так, попробую на речке, посмотрю, что здесь. Утки там. Стая целая. Хорошо, у меня ватершузы. По болотам можно ходить. Придумал небольшой лайфхак, чтобы огонь лучше шел. Просто вот толстые ветки сверху положить, и на них уже котелок. И там есть где огню разгуляться. Они, конечно, прогорят. В идеале найти какие-нибудь металлические трубки. Там вот такие, чтобы высотой были. И нормально. Нам нормально апдейт для вот этой печки. А так там места вообще нету для огня. Коптится все. Ладно, если рыбка не ловится, у меня всегда есть тунец. Ох, нет ничего лучше вечером, чем какой-нибудь травяной чай. В данном случае он чабрец. Ой, комар уже залетел, засранец. Комары тоже любят повариться. Ой, какой аромат.
Ох, ковер из мха. Это самая лучшая вообще подстилка. Что-то облачка такие дождевые пришли. Чуть-чуть капает. Я тут гулять собрался. Вот, блин, какое лето должно быть. Не мучение, страдания в жаре и в ожидании быстрее бы это лето прошло, а вот такое вот цветущее, красивое. Ну, сколько всего цветет. Потом и ягодки пойдут. Так, попробую все-таки сейчас вечерком порыбачить. Да, извиняюсь, контента для рыбаков не получается никак. А вы, кстати, заметили, я выглядеть лучше стал. У меня щечки появились. Вот даже можно сравнить с первыми сериями, как я приехал в Аляску. Я вообще обсосанный был. Я сам смотрю, какие-то круги под глазами. Щеки впалые. Ну вот обсос, блин. А сейчас я нормально, наконец, по умолчанию начал выглядеть вот как должен в путешествии, вот в своей среде обитания. Вот я сегодня уже 2 раза кушал. Сейчас думал еще рыбку поймаю, покушаю. Ну хрен с ним. У меня пюрешка есть, хочу пюрешку приготовить, 3-й раз поем. Вот, и аппетит хороший. И прям, ну, лучше же, да, стал выглядеть? Лучше. Я смотрю, монтирую видео, прям такой красавчик становлюсь. Ой, да макарошки, ой, да с тунцом, ой, вкусно как. Все, доброе утро. Я что-то всерьез подумываю остаться здесь на 2-й день уже лежать. Ну а чё, блин, погода шикарная, лес, продукты у меня есть, речка рядом, вода рядом. Блин, шикарное место. Вот, но не знаю, надо ехать. Это хорошо. Еще других мест много классных. Опа. Что, сегодня у нас будет пюрешечка. Вот. Разнообразие в рационе очень важное. Это я раньше мог на одной гречке ездить. Я, конечно, и сейчас могу на одной гречке питаться, на самом деле. Гречка очень классный продукт, легко усвояемый. Вот. Но все равно хочется разнообразия. Как бы. Это одна из немногих радостей вообще в жизни. Это еда. Все, спасибо этому месту, собрался. Время уже 2 дня, едем дальше. Здесь проезжаю военную базу Air Force, воздушные силы США. Вон там штурмовики стоят. А вообще на Аляске много очень военных баз, именно ВВС, Air Force. Я бы даже сказал, штатообразующее предприятие. Это очень много военных баз. И, видимо, ну, много людей местных здесь задействовано. Вот, а я уже выехал из агломерации города Фэрбэнкс. Вот дорога стала двухполосной. Была 4-полоска, там широченная. Сейчас 2 полосы. Здесь, по сути, на Аляске вот 2 городские агломерации такие относительно большие. Это Анкориджа
и Fairbanks. Все, что между ними, все, что за пределами, это уже дикая, малонаселенная местность. По большей части. Хотя эта трасса, к которой я сейчас еду, она на Канаду идет, она как бы более-менее живая еще. Сколько денег вообще в мире, я не конкретно какой-то страны, а в мире тратится на вооруженные силы. К сожалению, без вооруженных сил в наше время, ну, как бы невозможно. Всегда найдется какая-нибудь паршивая овца, которая захочет начать войну против соседей. К сожалению, пока вот так вот. Вот. Вот взять бы все эти деньги и направить на какое-то благое русло. На науку, медицину, познание космоса, все что угодно. Образование для всех детей. Спокойно, мне кажется, высшее образование для всех подростков можно вообще на изи совершить благодаря этому, если направить эти деньги не на войну, не на военку, а вот на образование. Представляете бы, как мир бы изменился бы, как было бы прекрасно жить. Вообще люди тупые везде, какую страну не возьми, основная масса это тупые овцы на самом деле. Вот. Но только не мои зрители и подписчики. Мои зрители и подписчики это лучшие представители человечества. Что тут? Drinking water. 24 часа. Что тут, можно воды набрать? Офигеть, здесь целый банкомат, он. Заправочная станция. 5 центов за галлон всего. Заехал, морожку купил сейчас. Порадовать себя немножко. From Russia. From Russia? Yeah. Ты русский? Чуваш из России, да? Какого города? Чебоксар, Чувашия. Я с Новосибирска. С Новосибирска? Да. Нифига себе. А я смотрю лица и по-английски, как говоришь, думаю, блин, наверное, местные, аляскинские. Ну, да, я тут местный. Мы тут со 2-го года. Я Даниил. А, я Никита. Никита. О, привет. Он Ой, по-русски и по-английски Ну, у меня тоже этот. старается. И сколько, ну, ты с какого города сейчас? Ну, я с Анкориджа начал. Серьезно? С Анкориджа сейчас, да, вот Ничего так себе. путешествую по Аляске. Летую, короче, здесь. Делать больше нечего. Ну, устал я. Я шучу, я. Не, круто. Я как-то планировал бегом в Делту с Фэрбэнкса. Ага. Но я думаю, что это мне еще очень далеко. Это 50 километров, ну, 50 миль Нифига в одну себе. сторону. И Да. ты уже давно здесь живешь? Да. Где-то рядом? Ну, 6 лет. Нет, я в Фэрбэнксе живу. А до этого где жил? А до этого в Колорадо. А, Колорадо. Ну, я во Флориде, вот я 7 лет в Америке. Ага. Вот во Флориде 5 лет тут последний жил. Вот, сейчас это... Устал там, короче. Ну, не мой климат, не моя природа. Вот сюда приехал. Я жару терпеть. Вот это жара. Я вот это жару я терпеть не могу. Да, Где ветер? Здесь вот, Новосибирская область, реально, блин. Да. Ну тут это самый холодный город по всем миру. Ну да, Там потому же, что оно в долине У там нас такое. тут вот эта прошлая зима была самая холодная зима по всей истории. У нас тоже, в кстати, Америке. во Флориде тоже было. Во Флориде? Да, там последние 2 года Ну, холода вообще-то у вас приходили. океан, там холодно, я представляю, особенно ветра. Ну вот рекорд поставили там за 60 лет, вот в прошлом году зима. Ну тоже как бы, ну понятно, не сравнится с этим, но для Флориды это там мощно. Каждый свое. Каждому свое. Да. Да. Я так скажу, что ветер и холод это плохая комбинация. Ну да. Это как иголка через твое тело пронизывает. Ну да. Когда ты будешь в Делте зимой, в январе, например, то ты поймешь, что это. Нет, конечно. На А чё- велике ты в минусовой 40 градусе не проедешь. Это... Ну кто-то ездит, ну можно, но там-то греешься, как раз едешь. Нет, ты прав, можно, но там, видишь, там проблема в том, что когда ветер, оно тебе всю кожу прям Ну да. режет. Ну, маски есть, это все можно сделать. Сейчас вся одежда есть для этого. Ну, просто надо ли вопрос. Да. Это, и что, как нравится здесь на Аляске Да, жить? ну,
Я вообще-то тут застрял. Я поначалу в аэропорту работал, у меня бакалавр по авиации есть. Классно. Сейчас я мент. Мент? Да. Полицейский? Круто. Классно это, то Да, есть так что- по трассам ловишься. А? По трассам всех ловишь, короче, да? Нет, я в суду работаю. Ты знаешь, А. как, например, во Флориде у вас sheriff's department есть. И там есть некоторые бумаги, то Мгм. есть, Клерки всякие, типа. как называется? Like protection. Мгм. Ты по-английски хорошо говоришь? Ну, не на таком уровне, чтобы там в судах, А. как говорится. Ну, там protective orders, там, когда подают на защиту, Ну, понятно, ага. повестки и там так и далее. Мгм. Узников перевожу через М. другие штаты. Ну правда, понятно, порядка. да. Это конвой, Да. типа, да, такой? А? Конвой, типа, да, такой? Да, ну, типа. Вот. Ну, мы делаем так, чтобы нас никто не замечал туда и не заметил, что мы там были. Ну, понятно, да. Просто их так одеем, чтобы наручники в кофте или там в куртке. Прикольно. Да. Вот. А так, жизнь как жизнь. А то я тоже думаю на Аляску переехать, короче. Я просто не знаю вообще, за что здесь зацепляться, как бы. Где-то Но то. если у тебя тут семья, тогда лучше в городе. Если ты хочешь больше как бы жить там, где ферма, там это в Делте. Но сложно тут. Вот так скажу. Это Ну. надо тебе, если хорошо зарабатываешь, то нормально, тебе сможешь. Ну да. Тут просто жизнь, она дорогая. Ну понятно, да. Надо, топливо надо покупать постоянно. Тут нельзя, чтобы дом замерзал. Ну да, да. Это- Ну свои нюансы, конечно, Ну да. как и всегда и везде. Ну да, ну видишь, тут зима ошибок не прощает. Тут допустил ошибку, например, я приехал один раз домой, и я ключи закрыл машину. На улице минус 30. Мгм. У меня выбора нет, либо ломай окошко, либо звони кому-нибудь срочно. Вот. Хорошо, что у меня соседка есть, и она меня домой пустила, пока что эти приехали и мне открыли. А, А так, если бы я был бы где-то там на улице или что-то там, где нету, пришлось бы ломать окошко. ну да, да. Потому что выбора нет. Если не одет тепло, нет у тебя одежды с собой запасной. У тебя максимум 10-15 минут. и всё. Да, да. Ладно, мне бежать надо. Ну да, ты смотри, можешь меня найти, у меня YouTube канал, если что есть. Ну, давай. Никита Тинчей у меня имя. Просто ты можешь везде меня найти, если что. Васила? Или Валдис? Валдис. Валдис. Я сейчас. Там очень красиво. Да, вот сейчас туда я еду Там как раз. очень красиво. Молодец. Ладно, давай, увидимся. С Богом. Давай, удачи, пока, мой. Вот так, видите, с интересными людьми можно встретиться. С Даниилом вот. Я думал, он местный аляскинский в плане, что родился здесь, типа старовера, не? С Новосиба приехал, красавчик. Нифига себе, какой прикольный бокс. Take what you need, leave what you can. Еблась. Нифига, вон там всякие эти лежат. Интересные ништяки, кому надо. Dry Dead, какие-то корм для этих. О, редиска есть. Писы. Эти бобы. Прикольно. О, рис есть. Ну, мне, в принципе, ничего не надо. У меня есть. Хватает сейчас. Нет такой необходимости. К сожалению, с водой бутылей 2-литровых нету. Только вот есть спрайт и колы. Вот приходится покупать, потому что мне нужны большие баклажки. Что-то там назревает, какие-то тучки. Дождик показывает совсем чуть-чуть по прогнозу, но выглядит страшновато. Палатку, что ли, уже поставить? Посмотрите, какую поляну я нашел классную. Никаких запрещающих знаков не было даже. И речечка здесь. Уа! Чистая водичка какая. Погнали.
попробуем, порыбачим здесь. На ужин что-нибудь поймаем. Свинтусы мусора понаставляли. Вот. Сомневаюсь, что это велосипедисты. Скорее всего, на машинах приезжали и то с собой на машине не могут забрать мусор. Даже я вожу мусор с собой. Ой, рис варил. Сейчас я жирок нагуливаю, летую здесь. Спешить некуда на самом деле вообще. Хорошо как. У меня тут, кстати, цикорий есть. Из России, Ярославской области. Честно, дождя бы сейчас. Дождя не хватает. Как раз ночью. Ночью пусть идет. Чтобы днем потом спокойно можно было ехать. Не, серьезно, я сейчас так кайфую, у меня в голове такое счастье. Я ни о чем не думал, у меня никаких мыслей нету, негативных, там, ни тревог никаких. Я просто кайфую моментом сейчас, с природой. Все, что меня сейчас окружает, летом наслаждаюсь. Как хорошо. Время 12 ночи. Сегодня, кстати, 20-я, ночь с 20 на 21. То есть, можно сказать, самая короткая ночь будет. Самый длинный день, точнее. Вот. И спать вообще неохота. Такой бодряк. Хотя вроде понимаешь, что устал. Кушать даже захотелось. Вон, поставил там гречку 4-й раз за день. Организм восстанавливается у меня, требует еды, требует энергии. Все, доброе утро, поспал хорошо. Сегодня у нас будет самый длинный день, 21 июня, день летнего солнцестояния. Знаменательное событие для планетушки нашей, Земля. Вот, и я чувствую гарь в воздухе. Неужели, блин, леса горят опять? Ёпрасоте, а?
Ты нифига себе там лось. Ты здоровый, конечно, а конь. Что он там за забором вылезти не может, что ли? Ходит. Ох, смотрите, какое место тут нашел для обеда. Lost Lake называется. Как красивое. Попробуем и здесь порыбать. Сейчас. На обочинах столько всего валяется, вот честно, вот если, мне кажется, по всей Аляске проехаться, можно дом построить и его обставить еще. Да реально дофига всего, какие-то инструменты, какие-то утеплители, панели, все это с пикапов вылетает, там туристической всякой утвари дофига валяется. Ой, хорошо, дождик накрапывает такой летненький, под тучкой еду. Все, всматриваюсь в обочину. Смотрю, может быть, земляника хоть какая-нибудь растет, потому что как бы в средней полосе земляничка-то идет. А вот здесь что-то я пока ничего не наблюдаю. Ни земляники, ничего нету. Хотя вроде кажется, вот должна быть, как обычно на обочине. Нету. Сегодня вот 21 июня, вот все травы в самом соку. Я еду и наслаждаюсь этим ароматом. Так вкусно все, так все сочно. А вот нефтепровод, кстати, идет параллельно. С самого Продо-Бэй Валдисон, куда я еду. Дождик здесь передо мной прошел. Так свежо и мокро. О, какой-то джанкьярд прикольный. И каждая машина наполнена каким-то барахлом. Прикольно. Package store. Приколисты, блин. Крылья, конечно, велику все-таки нужны. Все летит. Штаны все мокрые. Я прям за тучкой еду. В городке Дельта. Тут даже есть велодорожечка такая. О, доехал до магазина наконец. Сейчас очень важный, ответственный момент. Надо закупиться, потому что впереди ничего не будет вообще. Ценники здесь, конечно, в 2 раза больше, чем во Флориде, вот именно в данном магазине. О, нифига, здесь квас даже есть. Охренеть. А тут украинские квасы, вон.
Апиля, нифига, я был на заводе, не на заводе, а в Тернополе. Пил пиво Апиля. О, сколько я пива в Украине выпил, офигеть. Нифига себе, я тут клондайк нашел. Греча, блин. Офигеть. Это я о чем говорил, мои пожелания. Чтоб зип-пакет был. Всегда тут Family Pack 2,200. Вот эту возьму. Блин, пряники здесь, вот это я точно возьму сейчас. Офигеть. Капздец, как я давно мечтал вот об этих рулетиках с маком. Офигеть. Ох, капздец. Чумазый. Короче, я рыбу посмотрел, она $3 одна пачка стоит. Это вообще невыгодно, дорого здесь. В Walmart дешевле гораздо, поэтому выгоднее взять вот такую штуку. За $15 полкило. Офигеть. Вот это вот выгодно. Джерки. Одной большой пачки гречки вот такой взял, в общем, поменьше гречку. К нему уже пшено шлифованное. И пшеничную еще кашу. Чтоб разнообразие было. Вся ассорти вообще чаев, вон шиповник есть. Ёкарный бабай, возьму его. То его в лесу нету. Чё, бахну квасика с рулетиками. Апиля. Ох, а то я голодный, капздец. Зачетный магазин вообще. $113 я сегодня закупился. Капздец. Ну я не смог удержаться против вот этого, не знаю. Но у меня одни только джерки на 18, на $40, грубо говоря, вышли. Там гречка, пшенка, печеньки вот такие купил. Прямо из детства. Да, пряники. Там погрызть всякие эти. Чай. Так вот, ну магазин не дешевый, честно, он такой далекий. И ценник за логистику здесь добавляют нормально. На ночевку надо вставать уже, а то вон тучки там громыхает все. Здесь развилка налево, на восток уходит на Канаду дорога, а мне прямо на юг, на Валдис, к морю. Едем, едем, ищем место. Вообще поиск места под палатку — это мое одно из любимейших занятий. Вот. Для этого нужно иметь хорошую чуйку, ну, естественно, опыт, ну и чуйку. Понимать, вот где надо ставить палатку, это отдельная наука, чтобы тебе никто ночью не пришел, не потревожил, чтобы все прошло гладко. Как бы у меня практически все ночевки, они все гладко проходят, без проблем. Вот. В Америке тут свой нюанс вот есть вот с этими private property, конечно. Но даже здесь я умудряюсь находить место под палатку. Не на Аляске. На Аляске это вообще на изи после остальной Америки. Там вот где-нибудь вот типа Флорида, вот там найти место под ночевку это очень тяжело. Но ничего, я находил. Мы с Эльдаркой, когда путешествовали на велосипеде, нормально. Удавалось. О, какие шишки красивые. Ой, какой запах. Блин, тут везде территория сейчас опять военной базы, аэродром, все дела. Там везде таблички стоят, типа warning, нельзя идти. Засранцы, блин, придется сейчас все это проезжать, блин. Миль 5, наверное. Надеюсь, в дождь не попаду. Просто не хочу проблем. Мало ли, может, они какими-нибудь дронами все мониторят с тепловизорами. Вон пожарные за лесом смотрят.
смотрят за лесом вдалеке, за дымом. Все-таки загорелся где-то лес. Говорю, с утра гарью прям пахло. Жалко, блин. Вот здесь карта, как раз вам покажу, где я сейчас. Вот здесь Дельта Джункшн. Вот. Вот от Денали идет горная цепь. Вот сейчас мне ее пересекать надо будет вот тут. Вот идет дорога на Валдис. Еще 300 миль где-то. 250, наверное, уже, да. Вот сюда поеду. Но вот здесь вот, короче, есть дорога Денали Хайвей. Не грунтовая, 135 миль. Вот я думаю, по ней, что ли, поехать. И я выйду, если поеду по ней, Кентвеллу. Если помните, я там сидел, хот-дог ел на заправке. То есть я сделаю круг, короче. Но я не хочу на Кентвелл туда ехать. Я же там был. Вот. Но там классная дорога, вот эта Денали Хайвей. Считается тоже очень, ну, такая живописная, дикая, связи, ничего там нету, грунтовка. Вот, и до нее мне еще ехать где-то 100 миль до этой развязки. Наверное, так поеду, что у меня продукты есть, и не зря так закупился. Еще что-то подспустило, блин. Задняя. Занырнул тут в лес. Что я не смог себе отказать, поставить палатку с таким видом. Шикарным. Вкуснотища. Яблоки дорогие были в магазине. Стоили что-то под десятку, короче. А $10 3 ЛБ. Заката сегодня, можно сказать, и не будет. Вот. Взял еще квас очаковский. Как помню, в России постоянно его покупал, довольно вкусный квас. Ох, этот запах прям родной. Все такой же вкусный. Ну что, давайте, ребят, за вот этот длинный, прекрасный сегодняшний день, за самый длинный день в году, желаю, чтобы у вас у всех все было хорошо. Но это, конечно, от вас самих все зависит. Вот. Но оно все будет нормально, ребят. Главное верить в себя, идти к тому, куда зовет сердце и к чему. Вот. А там все будет нормально. Ой. Давайте. Ой. Ой, как хорошо. Сегодня я 60 миль проехал. Подустал немножко. Расслабился. А куда спешить? Куда спешить? Вот какая природа замечательная здесь. Вообще спешить никуда не охота. Хочется наслаждаться каждой минутой. Вот я лежу тут на травке, босыми ногами хожу. Не травка, точнее, это эти же. Клюква или что тут, ягоды, которых нет пока. Цветочки, птички, деревья, березы. Я от берез кайфую. Они действительно красивые такие. Вот с чего взяли, что береза это чисто российское, русское дерево? Да нет, вы видите, везде оно растет. И в Америке, и там, и не только на Аляске, и там, и на континентальной Америке, так скажем, тоже. Везде оно есть. Красивое дерево. Во Флориде только нет. Вот во Флориде тяжело было. Там пальмы есть. Но пальмы как-то меня не цепляют, не знаю. Вот березки красивые, прям любуюсь на них. Просто это из детства. Вот у меня из окна
Чебоксарах березы росли, я всегда на них смотрел, там, когда закат был, такие закатный свет такой был на них, от солнышка, красивый, золотистый. И вот я сейчас здесь тоже вот это ловлю, вот этот цвет постоянно на них. Ой, поэтому это такое родное для меня все. Как хорошо здесь на Аляске. Давайте за Аляску. И за то, чтобы пожар там прошел. Чтобы там дождик полил хорошо и потушил все. А то прям мне не нравится. Жалко, там лес горит. Животные в панике, наверное, там. Не дело.